Куда мы могли бежать, если мать одна и нас пять душ? Или кто там, тетка была, вот, уже сыновей не было, а две только дочери. А куда бежать? От себя не убежишь. Немцы, когда мы бегали, всегда часто останавливали. Ют, ют. Мы говорим, не, цигойна, цигойна, цигойна. А некоторые заставляли брюки снимать. Ну, смотреть надо, обрезанный ты или нет. А 42-го уже мы должны были в школу идти. Вот, нас записали и дали досочку, и мелом писали. Тетради не было. Графитная доска. Вот. И вот мы собирались в школу. Все. А потом ночью нас приехали, всех забрали, вот, всей семьей. И не только нас, а всех цыган. Там другие были, ну, полсемьи, полцыгане, полурусские, и тех тоже все забрали. Потом мы удивлялись, потому они, там две семьи были, они блондины, на цыган вообще не похожи. Вот, и их. И один финн был женат на цыганке, и его тоже. Открыли кузов и туда. Но в других, говорят, люди одевались, прочие, с собой что-то брали. Вот. А нам только быстрее, быстрее. Там сестра средняя в одном ботинке, вот. Потом ей немец туда бросил ее обувь, второй ботинок. И все, и нас всех в тюрьму. Сидеть негде было, вот так все стояли. И мужчины, и все. А уж потом, когда нас в Солоспис, там уже мужчин отдельно, женщин отдельно, детей отдельно. Ждали сутки, двое, я думаю, двое. Вот. Потом подогнали машины, и станция Моглина, это перед Псковом, а там уже были бараки. Уже. И туда. И еще все вместе не разделяли. Вот. Вот. И там, видно, тоже неделю, может быть, были там мы. Не варили, ничего не давали такое. Там буханку бросят, еще что-то. А, повидло еще было. Вот. А потом снова у нас вагоны и до Риги. До Риги довезли, выгрузили, и потом мы пешком по песку, как сейчас помню, песок кругом. Ну, там как раз песчаное место я. И после войны туда ездил, смотрел так. Вот, и вот мы шли, сколько-то километров, не знаю. Вот, и повезли туда. Но кто не мог идти, тех оставляли и постреливали. Вот. Там многие старики или старухи, или что-то больные, или что-то. Вот. Те слышали, нас прогнали, потом слышим бах, 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 бах. Ну и мужики говорят, ну, бедненьких, мучиться не надо. И вот по баракам. Вот сначала все в один барак набили, второй, третий туда. Ну как, а потом уже там через день, видно, или через два, уже не помню. Сначала мужчин всех забрали, вот, и в другие бараки. Вот. Потом нас, детей, отобрали и в другие. А женщины так в этих бараках и остались. Были женщины какие-то среди этих арестованных, видно, организовывали там какие-то типа кружков или еще что-то такое. Ну, чтобы дети не шалели, одни плачут, другие вообще. Возраста-то разные. Вот.
Там же были и грудные дети. Вот. Потому что в лагере они в первом месяце все умерли. Ну, если там 2-3 месяца, вот такие, чем их кормить там.